Жилой дом на улице Куйбышева во Владикавказе официально признан культурным наследием. Постройке около 70 лет. Любые ремонтные работы здесь должны проводиться крайне осторожно. 4 года назад хозяева квартиры на 4-м этаже расширили площадь за счет так называемой мансарды. Из-за такой нагрузки у соседей снизу буквально посыпался потолок. Под тяжестью новых кирпичных перегородок пришел в негодность ремонт в ванной комнате, а на стенах образовались глубокие трещины. Когда я видела из окна, что туда поднимаются КАМАЗами кирпичи, раствор, песок, то я вполне нормально к ним обращалась и говорила: вы новые жильцы, вы не знаете, что здесь перекрытия деревянные. Здесь даже на полу нельзя делать стяжку. Последствия незаконной пристройки оказались существенными. Хозяйка квартиры снизу Изабелла Севастьянова с семьей была вынуждена переехать. Эксперты признали, что жить в квартире небезопасно. В любой момент потолок может обвалиться. Вот здесь образовалось, у нас вот тоже сказали, у меня есть тоже экспертиза специалиста, что такого вот конфигурации такой трещины от нагрузки. Судебные тяжбы продолжаются уже не первый год. В администрации Владикавказа разрешения на подобный ремонт не давали, однако суд дважды выносил решение в пользу хозяев злополучной квартиры. Обращение Кульчиева возникло в администрацию города уже в процессе рассмотрения всех этих судебных дел. То есть он не обратился как положено, а обратился уже, когда возникли вопросы, когда уже суд разбирался, когда в суде возникла необходимость, суд рассматривает вопрос: а обращались ли вы в администрацию города? За это время Изабелле Севастьяновой даже пришлось доказывать, что ее подпись, якобы дающая соседям согласие на перестройку, была подделана. Это подтвердили в экспертно-криминалистическом центре МВД. Я попросила в суде, значит, чтобы сделали почерковедческую экспертизу. Судья очень так как-то не очень доброжелательно ко мне отнеслась, сказала, что я затягиваю тем самым судебный процесс, хотя один только был. И, короче говоря, опять не приняла во внимание не то, что вот гражданпроект дал заключение, что это опасно для жизни, что у нас уже тогда начались вот в квартире, пошли какие-то разрушения. Обращения в суд и непосредственно к хозяевам незаконной постройки пока не принесли никакого результата. Тем временем ремонт в квартире на 4-м этаже может привести к печальным последствиям. Сейчас пострадавшие жильцы вновь собирают документы и снова намерены обращаться в суд. Тамила Хамицаева, Асамас Кочиев, Осетия ТВ.